Всем привет! Вы смотрите уже 5-й выпуск передачи «О кино и для кино» «Муви», в которой мы делимся с вами интересной информацией из мира кино и не только. В этом выпуске кинопродюсер Марьяна Сегин расскажет историю создания нового якутского хоррора «Ичи», который выходит на большие экраны уже с 27 мая. А в конце вас ожидает розыгрыш билетов в кино и сертификатов в книжный магазин. Будет интересно. С вами Иван Евсеев, и мы начинаем. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Открывает рубрику новость о том, что компания Amazon решила выкупить легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Многие аналитики оценивают сумму сделки до 10 миллиардов долларов. Oh my God! Wow! Напомним, что новость о продаже львенка гуляла по просторам сети еще в прошлом году, и в качестве потенциального покупателя выступал технологический гигант Apple, решивший усилить свой новый стриминговый сервис Apple TV+, богатой библиотекой MGM. Киностудия является обладателем прав на картины о похождениях агента 007. The name's Bond. James Bond. Да-да, Бонд, который Джеймс. Робокоп, Молчание ягнят, Хоббит, а также на сериалы про Звездные врата, Викинги, Рассказ служанки и другие. Таким образом, Amazon хочет расширить каталог собственного стриминга Prime Video, который за последние годы вызвал большой интерес у зрителей новостями о создании сериалов по «Властелину колец» и «Колесу времени», легендарных фэнтезийных саг. Если вы так же, как и другие, задавались вопросом, что же дальше произошло после событий шедевра Pixar «Корпорация монстров», то это новость для вас. Компания Disney выпустила тизер нового проекта, подготовленного специально для стриминга Disney+. Действие мультсериала о похождениях Майка Вазовски и Салли начнутся через день после революции в мире монстров. Не будем спойлерить, но, наверное, в мире не найдутся те, кто еще не смотрел «Корпорацию монстров». Так ведь? Ну ничего страшного. Премьера шоу намечена на 2 июля этого года. Ждем с нетерпением, а пока есть повод освежить события вселенной, пересмотрев «Университет монстров» и «Корпорацию монстров». Ничего. Главное следить, чтобы он близко не подходил. Следующая новость также касается стримингов. На этот раз они пришли от сервиса Peacock. Они выпустили трейлер нового сериала по роману Дэна Брауна «Утраченный символ». Если вы помните, то Браун написал серию книг о похождениях профессора символики Роберта Лэнгдона, разгадывающего тайны истории. Первые две книги «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны» были экранизированы в 2006 и 2009 годах соответственно. Главную роль в них исполнил шикарный Том Хэнкс, но в сериале Лэнгдона сыграет другой актер. No, God! No, God, please, no! No! О дате выхода пока не сообщается, но есть повод заглянуть в первоисточники, а также поностальгировать по первому десятилетию 2000-х годов. Том Хэнкс. Адри Тату. Нам надо где-то укрыться. Код да Винчи. Он рассказывал, как-то выходит ночью во двор, а там женщина стоит. Она подходит все ближе, ближе. Вы меня напугать хотите? Над этим фильмом было особо сложно работать, потому что, во-первых, это, конечно же, финансирование, во-вторых, сама история, конечно, тяжелая, но мы люди, которые придерживаются всех традиций, не нарушая каких-то особых, конечно, правил, все в рамках дозволенного якутского менталитета. Как сказать, это большой опыт, на самом деле, на сегодняшний день. Благодаря этому фильму я считаю, что я прибавила очень много своих положительных и неположительных качеств. Наверное, Марьяна Сегин не нуждается в представлении для всех любителей кино. Совместно с Костасом Марсаном в 2016 году они выпустили триллер «Мой убийца», который всколыхнул не только якутский кинематограф, но и российский, так как многие киноделы сравнивали якутскую кинокартину с работами Андрея Звягинцева. Немаловажно отметить, что фильм претендовал на вхождение в список претендентов престижного «Золотого глобуса» в номинации за лучшую кинокартину на иностранном языке. Помимо этого, «Мой убийца» стал первой якутской кинокартиной в каталоге Amazon Prime Video. Спустя 5 лет тандем Сегин-Марсан представляет новую работу, но уже в жанре ужасов. Снять фильм в жанре ужасов я еще хотела с 2014 года.
года и хотела запараллелить с «Мой убийца». Нашли историю, написали сценарий, но тогда у нас не получилось. Я сосредоточенно работала только на создании «Сайсара Кюльге. Мой убийца». Но эту идею фикс я не забросила, и после завершения мы уже начали готовиться с 2016 года. В 2017 году отсняли, в 2018 тоже. Бюджет нового проекта кинокомпании Ардайду составил 26 миллионов рублей. Большая часть съемок проходила в Титарях Англасского района республики с августа по сентябрь 2017 года. Далее съемочная команда переместилась в Москву, где снимались подводные сцены. Процессом руководил Григорий Яблочников, которого Марианна Сегин описала как Ива Кусто для российского кино. Вообще, над фильмом работала команда профессионалов в отечественной киноиндустрии. Большое количество, конечно, приглашенных специалистов было, такие как оператор Леонид Кифаренко, сценаристы, художник-постановщик Дарьяна Гизатуллина, выпускница ВГИКа. Сейчас она очень отлично работает в классных продакшн-компаниях и с классными режиссерами. Плюс у нас был привлечен, естественно, Тон Ваген, звукорежиссер. И мы полностью звуковой дизайн сделали они. С Тонвагеном мы работаем еще с начала «Сайсара Кюльге. Мой убийца». Также мы привлекли художника по гриму Кристину Евтюшину. Также мы привлекли гафера, бригадир-осветитель Богдан Бергада, город Москва. И полностью постпродакшн сделан в Москве, в Петербурге. Все ребята, которые приехали к нам, это больше 10 человек, они, естественно, привыкли к другим условиям. Московские продакшены, например, да, они там, во-первых, и связь сотовая есть, и благоустройство, и дороги хорошие. Естественно, им было в новинку. Но они посмотрели, в каких сложных условиях мы работаем, и чему-то научились от нас, например. И мы, конечно же, очень многому научились от них. По синопсису кинокартины молодая семья переезжает в местность с кровавой историей. В один момент прошлое начинает тесно сплетаться с настоящим, угрожая всем членам семейства. Смогут ли они противостоять сверхъестественному и остаться в живых? Семья вымышленная. Сначала мы рассматривали как прототип истории Чурапчинского села Орлах, когда большая семья во время синокоса стали странным образом умирать. Дальше мы стали рассматривать несколько историй, которые... Книга, кстати, из Дмитрия Михайлов «Страшная история Якутии». Я попросила эту книгу почитать, мы почитали с Костасом. Оттуда позаимствовали несколько вот таких случаев, которые реально произошли. И, в принципе, то, что вы увидите, это вот собранная солянка, поэпизодный план, которого мы придумывали с Костасом вдвоем полностью. А дальше мы уже привлекли сценаристов, чтобы они обогатили нашу историю, сделали более кинематографичной и интересной для зрителя. Главную женскую партию Витчи исполнила звезда фильма «Нелюбовь» Марина Васильева, для которой работа в далекой Якутии не вызывала никакого дискомфорта. Но изначально к роли хотели привлечь другую актрису. К сожалению, с одной актрисой у нас не получилось сотрудничать. Не могли поделить ее с Первым каналом, ее график был очень плотный, ее утвердили на главную роль одного сериала. И мы экстренно искали актрису, стали рассматривать все возможные варианты и вышли на Марину. Марина прочитала сценарий, записала пробы, понравилась режиссеру, команде, и ей было интересно, она приехала. Не менее большая работа была проделана и по подбору актеров на мужские роли. Удивительно было узнать, что к съемкам привлекли Борислава Степанова, известного в Якутии вайнера и КВНщика. Мы провели огромную работу по пробам, по кастингу, никто не подходил, и было решено, что мы можем привлечь вайнеров, людей, которые сами по себе очень артистичные и хорошо смотрятся в кадре. Борислав прошел пробу с первого раза. И он потрясающий актер, вы это увидите, после чего это поймете. В трейлере был еще ребенок. Да, у нас есть ребенок в фильме. Мы его нашли тоже, объявив кастинг. Немного спойлер, нам нужен был багный ребенок, Сахаляр, да? И мы объявили большой кастинг, было огромное количество претендентов, и оттуда мы отобрали Сашу Андреева. Мальчик снялся у нас в основном смены были в режиме, то есть ночное время. Стойко, выдержал все. Аудитория, смотревшая «Астралы», «Заклятие» и «Паранормальные явления», наверное, может подумать, что Ичи пойдет по проторенной дороге в жанре, приведшей ужасы к стагнации. Поэтому мы не могли не спросить, выступали ли эти фильмы в качестве вдохновения или примера для создания фильма. Я думаю, это уже решит зритель. А на мой взгляд, это абсолютно иное кино. Как недавно его окрестили, у нас на той неделе был предпремьерный показ в США. Была иностранная публика, это был симпозиум российского кино университета Питтсбурга. И более 40
зрители онлайн посмотрели. И после него было прямое включение. Мы с режиссером, с Костасом отвечали на вопросы. До наших ответов доцент кафедры Питтсбургского университета кино, очень именитый, известный киновед, сделала разбор 20-минутный доклад. И это было просто круто. Покадровый, просто по кадрам разобрала наш фильм. Очень рады. В общем, мы с таким не сталкивались. Для нас было это очень приятно, во-первых, и мы очень сильно волновались. Но американская публика приняла очень восторженно. Американцы отметили тот объем работ, который был проделан с технической стороны, от звука до цветокоррекции. Помимо этого, для них открылась новая точка на карте – Якутия, богатая не только полезными ископаемыми, но и культурой. Но подобные открытия совершили для себя жители и других стран мира, так как картина становилась участником фестивалей в США, Португалии, Австрии, Нидерландах, Испании. Недавно стало известно, что ИЧИ стал участником престижного Шанхайского кинофестиваля. Но и экспансия якутского кино продолжится, так как фильм выходит на международный прокат. Будет где-то стриминговый показ, естественно, будет покупать спутниковые телеканалы, будут покупать кабельные телеканалы. Также в каких-то странах, где нет сильной пандемии, будет кинотеатральный прокат. Итальянская компания TVCO очень продуктивно сейчас работает по продвижению ИЧИ в странах таких как весь мир, кроме России, СНГ, Канада, Америка. А Америку и Канаду территорию будет продвигать и продавать Hayek Pictures, тоже другая дистрибьюторская компания. В России и странах СНГ прокатчиком выступает компания Капелла Фильм, каталог которой богат такими картинами, как «Зеленая книга», «Лев», «Комната», «Еще по одной» и другими. Большинство из них являются лауреатами и призерами различных премий и кинофестивалей. Съемочной команде вдвойне приятно сотрудничать с Капеллой, и все они с нетерпением ждут начала прокатной жизни фильма. В прокат фильм выйдет 27 мая. Мы приглашаем всех зрителей республики, либо других регионов. Пожалуйста, посмотрите фильм, оцените нашу работу. Мы будем очень-очень рады. В прошлом выпуске мы загадали вам целое предложение, но никто не смог его отгадать. Ответ? Оно было взято из телесериала «Игра престолов». В этот раз вы должны узнать, откуда взят этот кадр. На этом у нас все. С вами был Иван Евсеев. И помните, мир кино огромен и полон интересных историй.